Ассаламу алейкум, добрый день. Сегодня поступила очень тревожная новость из Украины. Стало известно, что власти Украины хотят выдать очередного чеченца. Ранее был выдан ингуш Тимур Тумгоев на пытке, который находится в жесточайших условиях. На этот раз поступило сообщение, что хотят власти Украины выдать Амхада Илаева, человека, который никогда не совершал, по моим данным, никаких противоправных действий против Украины, человек, который спасался от российских преступников на территории Украины, человек, который потерял много родственников в войне, в двух российско-чеченских войнах. 3 брата Амхада Илаева погибли, сражаясь в Первую российско-чеченскую войну против российских агрессоров. Во Вторую российско-чеченскую войну их коснулось, по заведенной уже практике, их коснулось эхо Первой войны. И 3 его брата были похищены, запытаны и убиты. История эта получила огласку, так как родственники осмелились придать этот факт огласке, привлекли правозащитников, журналистов, и благодаря этому эта история стала известной. Я помню эту историю, но вот сейчас я, получив эту новость, опять освежил эту историю и хотел бы рассказать вам эту историю, трагическую историю этой семьи, которая запечатлена в материалах уголовного дела, но по заведенной практике она не получила продолжения, и преступники не были наказаны. И для того, чтобы избежать наказания, эти преступники, опять же, по заведенной практике в Чечне, если погибают братья, если они убивают братьев, то пытаются убить всех мужчин, чтобы некому было восстановить сатисфакцию, восстановить справедливость. История братьев Илаевых началась с гибели заместителя командира уже во Вторую войну, это было в 2008 году. Был убит заместитель командира нефтеполка Леча Талдахов, 2 его родственника и советник муфтия республики. Убийство братьев Илаевых, 3 братьев Илаевых, была провокацией с целью прикрытия этого убийства Лечи Талдахова, который не поддерживал практику похищения и пыток чеченцев с целью выбивания из них признательных показаний. На сегодняшний день один из выживших братьев Илаевых, Амхад Датхоевич Илаев, задержан в Харькове, ожидая депортации по запросу ФСБ в Россию на пытки и смерть. 30 ноября 2008 года около 20 часов в станице Первомайская Грозненского района Чеченской Республики из дома Илаевых людьми в камуфляжной форме были похищены братья Ахдан и Альви Илаевы. Одни силовики увезли задержанных, другие остались в доме, обстреляли одну из комнат, произвели несанкционированный обыск без понятых, перевернули все вверх дном, а потом сели ужинать, опустошая запасы хозяев. Позднее они задержали 17-летнего имама Илаева, младшего брата Ахдана и Альви. Сестру Илаеву Залину и беременную жену Ахдана Хадижат также привезли в отдел. Женщин завели в кабинет отдельно от братьев. Вскоре они услышали их крики. Ахдана и Альви пытали. Хадижат стало плохо, ее отвезли домой. Залину привезли домой спустя 3 часа. Имама Алиева, младшего 17-летнего несовершеннолетнего брата, привезли домой через несколько часов после задержания. Он был совершенно измучен и рассказал, что его пытали током, добивая сведений о неизвестных ему боевиках. В то же время старшего из братьев Илаевых, Зураба, который проживал на Карпинском кургане, срочно вызвали на работу в 5-ю роту нефтеполка, где он служил с 2002 года. Тут стоит отметить, что это заведенная практика, когда у вас кто-то из родственников погиб или имел отношение к сопротивлению, российские оккупационные власти
вынуждали этих людей идти на службу под угрозами расправы, что прямо противоречит 4-й Женевской конвенции. Соответственно, нарушение налицо международного права. 1 декабря после полудня к Илаевым пришел участковый и сказал, что братьев подозревают в причастности к диверсии 24 ноября, в которой погиб заместитель командира нефтеполка Лечит Алдахов, двое его родственников и советник муфтия республики, как я сказал ранее. 2 декабря пресс-служба МВД распространила сообщение об уничтожении в результате спецоперации в Грозненском районе 2 боевиков. По местному телевидению показали сюжет, в котором знакомые узнали братьев Илаевых. Они были в камуфляжной форме, хотя из дома их забирали в домашней одежде, и это видели соседи. В официальном сообщении говорилось, что боевики были убиты в Грозненском районе между селами Нагорно и Керло-Юрт. Однако в тот же день, около 21 часов, люди, проезжающие мимо Карпинского кургана, стали свидетелями проведения спецоперации, в результате которой, по словам стоявших в оцеплении, были уничтожены 2 боевика. 3 декабря мать Илаевых вызвали в судмедэкспертизу Грозного. В морге она опознала трупы сыновей Альви и Адана. Они погибли от огнестрельных ранений, но их тела были покрыты ссадинами и кровопотеками. 5 декабря родственники подали заявление в прокуратуру и милицию о похищении Зураба Илаева, то есть старшего брата, которого вызвали вместо несения службы в нефтеполк, о котором они не имели никаких сведений с 1 декабря. И начали самостоятельное расследование. Им сказали, что якобы Зураб был уволен из правоохранительных органов еще 17 ноября, то есть задним числом оформили увольнение. Однако до дня задержания он ходил на службу, и табельное оружие оставалось при нем. 10 декабря родственников Зураба Илаева известили, что его труп находится в городском морге. Туда тело привезли 8 декабря. Труп нашли мальчишки на свалке возле Карпинского кургана в 200 метрах от базы батальона «Север». На теле Зураба были следы избиений и удушений. Операциями против так называемых завербованных молодых людей Ибрагима Пазулаева, Адама Салангириева, Ильяса Абдурахманова и братьев Илаевых руководил Хусейн Магомадов, бывший боец спецотряда ФСБ «Горец». В связи с этим хотел бы обратиться к гражданам Украины, которые строят правовое, демократическое, европейское государство. Я призываю вас не выдавать на пытки и смерть, не дать выдать на пытки и смерть Амхада Илаева. Вы прекрасно уже знаете, какое отношение имел Олег Сенцов, ваши моряки задержанные, другие ваши люди, крымские татары, которые задерживают, обвиняют незаконно, и эти люди получают огромные сроки. Я призываю всех людей доброй воли привлечь внимание к этой проблеме, ни в коем случае не дать выдать Амхада Илаева России. Это вопиющее нарушение прав человека, которое происходит в Чечне. Об этом можно долго говорить, сейчас не будем на этом останавливаться. Обращаюсь ко всем людям доброй воли, к властям Украины. Мы призываем ни в коем случае не выдавать Амхада Илаева. Мы будем следить за этим, мы будем обращаться во все инстанции и призываем также всех людей доброй воли, граждан Украины, поддержать нас в этом и остановить выдачу по запросу ФСБ Амхада Илаева. Спасибо за внимание.